В эфире субботний выпуск новостей Сапшала. И с вами сегодня я, Эсма Гуланзе. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске: что за праздник Всемирный день театра и какие они театры Абхазии? В республике начинает работу филиал футбольной школы «Зенит». На Рице все еще много снега и туристов. Специальный репортаж программы. 25-26 марта в Женеве состоялся очередной раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Как сообщает пресс-служба МИД, основное внимание было сосредоточено на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы. Представители Абхазии предложили новый вариант текста устного совместного заявления. Однако грузинская сторона вновь отказалась реагировать на предложение абхазской стороны. Проведение следующего раунда намечено на 29-30 июня. 27 марта во всем мире отмечается Международный день театра – профессиональный праздник деятелей сценического искусства. С праздником артистов, актеров и театральных работников поздравил министр культуры Абхазии Гудиса Агарба. Уважаемые артисты, режиссеры, работники театра, ценители театрального искусства, поздравляю вас с Международным днем театра. Идеи нравственности, сохранения духовных ценностей – все это несет в себе настоящий театр. Это особый мир, который по силе воздействия на людей превосходит многие виды искусства. Благодаря деятелям театрального искусства абхазский зритель имеет уникальную возможность посмотреть в постановках Абхазского драматического театра, Русского театра драмы, Кварчальского театра, молодежного театра различные спектакли, поставленные на профессиональном уровне. Спасибо вам за эмоции, которые вы дарите нам. Это бесценно. Желаю вам воплощения новых замыслов и идей, зрительской любви и признания. А любителям театра ярких открытий и впечатлений. Абхазия всегда славилась своими театральными традициями. Сегодня в республике работают 4 государственных театра. Мы побывали в 3 из них и пообщались с мастерами сцены. 60-е и 70-е годы. Расцвет театральной культуры в Абхазии. Национальному театру уже присвоено имя абхазского писателя и государственного деятеля Самсона Чанба. Позади разрушительные немецкие бомбежки, сталинско-бериевские репрессии, погубившие немалую часть творческой интеллигенции. Здание драмтеатра – одно из самых красивых не только в Абхазии, но и на всем советском пространстве. Его архитектура величественна и уникальна. А сам театр, вобрав в себя лучшие традиции мировой культуры, прокладывает свой путь к вершинам искусства. Дмитрий Иосифович Гулия является основоположником не только литературы, но и театральной традиции Абхазии. Все началось недавно. Передвижного театра на арбах, для которых Гулия писал текст. Арбы эти останавливались перед крыльцом сельских школ. И тут же быстренько сооружалась театральная сцена. Зритель, состоящий из крестьян, располагался на поляне и с замиранием ожидал начала спектакля. Гастроли труппы Абхазского театра по селам Абхазии превращались в большой замечательный праздник. Прошли годы. Театр накопил большой творческий опыт, а его здание по-прежнему главный символ абхазского искусства. Сегодня репертуар драмтеатра радует зрителей постановками абхазских авторов и мировых классиков. Талантливым актерам одинаково подвластны как драматические, так и комедийные образы. Заниматься театром, театральным творчеством – это огромное удовольствие, конечно. Огромное удовольствие. И для познания жизни. И никогда не постареешь, если ты искренне будешь этим заниматься и служить. Когда в театре преимущество людей, которые действительно, независимо от уровня таланта, которые хотят и служат растворению в творчестве, это удовольствие, это смысл, конечно. А абхазский театр, я вам скажу, что мы не имеем права делать спектакли, которые не интересны миру, которые не понимают. Мы играем на абхазском языке, мы должны делать спектакли, наш язык сценический
спектакль и еще язык абхазский, чтобы доходило до зрителя. Это очень важно, это главное. Актер – это больше призвание, чем профессия. Это искусство перевоплощаться в разные образы и воздействовать на зрителя, вызывать в нем переживания, эмоции, подталкивать к размышлениям. Если в тебя что-то происходит, ты этим заражен, этим живешь искренно и глубоко. И ты знаешь, зачем это ты делаешь, это все доходит в зал. И это весь смысл, это есть ощущение взаимосвязи, единства со зрителем. Когда такое счастье имеешь, это действительно трудно уходить с этой сцены. Я даже удивляюсь, что 45 лет, и нет ощущения, что я 45 лет этим занимаюсь. Неподалеку от Абхазского располагается Русский драматический театр. Два прекрасных здания разделяет расстояние в 5 минут ходьбы. Долгое время здесь располагался театр юного зрителя. В 1990 году он был преобразован в Русский театр драмы. А в 2017 ему было присвоено имя писателя Фазиля Искандера. В последние годы жизнь в театре бьет ключом. Генеральный директор Ираклий Хиндба делает ставку на сохранение лучших традиций театра, постоянно расширяя репертуар и не останавливая процесс работы ни на минуту. Здесь ставятся спектакли на любой вкус и возраст, и для детей, и для молодежи, и для умудренных опытом театралов. Каждый сезон Русдрам готовит для ценителей искусства новые премьеры. Вот и сегодня театр осваивает новый жанр – научную фантастику. На станции еще кто-нибудь есть? Ты видел? Я был с Артуриусом, он не один. Театр востребован, театр нужен людям, потому что у нас очень хорошая посещаемость, к нам ходят зрители на всех спектаклях. У нас не пустуют залы, мягко говоря. И мы с большой любовью, с большой радостью, с большим интересом занимаемся этой профессией. Великой профессией, профессией, которая направлена на то, чтобы сделать мир лучше, сделать общество лучше, сделать людей добрее, заставить людей все-таки задуматься о важных вещах, посмотреть внутрь себя. Да? И в этом, конечно, роль театра абсолютно неоценима и, я бы сказал, беспрецедентна. Еще один культурный объект столицы – Государственный молодежный театр. В самостоятельном плавании он с 2014 года. Творческий коллектив трудится под руководством народной артистки Абхазии Софы Агума. За плечами молодых актеров гастрольный опыт и серьезные драматические роли. Все спектакли молодежки идут исключительно на абхазском языке. Тем отраднее, по словам актеров, видеть в числе зрителей представителей разных национальностей. Наша, так скажем, главная цель – это популяризация нашего языка, привлечение к нашему языку молодых ребят, да, привить любовь к родному языку. Все наши спектакли, основная часть, так скажем, это пьесы или произведения абхазских драматургов и писателей. У нас есть классические произведения, у нас есть зарубежные классики в репертуаре. В молодежном театре трудятся также именитые актеры. Известный мастер театральной сцены Шалва Гицба передает свой опыт молодым, но уже в качестве режиссера. Актер режиссер хотик исемен шала хочем бзерге ясак бхо хажлар хазгли мшкелаш беп шиqos битака хозер мдроy шам бшкай ежи бижбен слаг зауз абсо театр пстазарасы нелеш павхан зна хотыжы богилерге ежа хотыймен ежи бен нелеш пха ол спектакль кургулозача хонткарх андаз хайгана колсахидус убрияна хит ежуба гиежа аншлаг ахах килошвех ежибиж беншлаг алахит وجنا خسي يتسجى واير بر التقنية ناس بقى يودر إذا شيء بأخبار أنشلاق خلارجي يسرتيست خو وبرت يسود زام تقص ويالله باكم زر هاي كده يحصل ما كان وساوي
Абхазский театр – это удивительный мир, который издавна привлекал ценителей сценического искусства. Театр знавал разные времена, переживал взлеты и падения. Ни кино, ни телевидение, ни даже интернет не смогли вытеснить это волшебство из нашей жизни. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На этой неделе министр культуры Абхазии провел ряд важных встреч в Москве. Гудиса Агрбай, министр культуры России, Ольга Любимова подписали план сотрудничества на 2021 год. Кроме того, в посольстве Абхазии в России состоялась встреча Гудисы Агрба с представителями абхазской творческой интеллигенции, проживающими в Москве, и со студентами. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с культурной средой. К другим новостям культуры. В Центральном выставочном зале столицы завершилась экспозиция «Женский портрет». На днях состоится открытие выставки художника Адгура Ампар под названием «Межвременье». В своем творчестве художник сочетает разные стили живописи – от абстракционизма до сюрреализма. Выставку можно будет посетить 30 марта. В Абхазской государственной филармонии состоялось открытие филиала детско-юношеской футбольной академии «Зенит». На торжественной церемонии присутствовал президент Аслан Бжания. Приветствуя гостей, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джамал Губас поблагодарил руководство «Зенита» за открытие своего филиала в Абхазии с отделениями в Сухуми и Новом Афоне и отметил, что для юных футболистов республики это станет шансом для продвижения. Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил надежду, что из юных футболистов в республике вырастут хорошие спортсмены. Для футболистов и гостей мероприятия выступили государственный ансамбль народного танца «Кавказ» и детский хореографический ансамбль «Абаза». Когда мы открываем академию, мы верим, что из вас вырастут и хорошие спортсмены, и самое главное, хорошие настоящие люди. Поэтому успеха вам, ждем вас в Санкт-Петербурге. Наши ребята будут регулярно приезжать сюда, в Абхазию, тренироваться вместе с вами, играть с вами в футбол. И, как говорится, пусть побеждает сильнейший. Открытие Академии футбольного клуба «Зенит» на территории Абхазии напрямую способствует развитию нашего абхазского футбола. И, конечно же, от лица футбольного сообщества, Федерации футбола хочется поблагодарить за доверие, оказанное нам, представителям футбольного клуба «Зенит». Спасибо вам большое. Аслан Георгиевич, в вашем лице и всех тех, кто принимал большое участие, вносил вклад в реализацию этого проекта, тоже, конечно же, огромное спасибо. Что касается Федерации футбола, в свою очередь мы будем стараться делать все, чтобы в будущем с нами комфортно можно было сотрудничать. 27 марта родился ученый-археолог, герой Абхазии Мушни Хварцкий. Он погиб 6 декабря 1992 года во время боев за село Лашкиндар. Имя Мушни Хварцкий стало эталоном мужества, самоотверженности и беззаветной любви к родине. На территории Галского района сотрудниками МВД задержан гражданин, осуществлявший закладку наркотического вещества в особо крупном размере. Все подробности в оперативной сводке МВД. В Галском районе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со специальным отрядом быстрого реагирования МВД Республики Абхазия задержали с поличным гражданина, осуществляющего закладки наркотического вещества. Изъятое наркотическое средство метадон, исследованное в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, составило более 180,5 грамм. Наркотик был уже мерно расфасован в полиэтиленовые пакеты. В общей сложности 390 свертков, предназначенных для продажи в нашей стране, изъяли сотрудники милиции в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий 23 марта текущего года. Информацию о преступном наркоканале сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков разрабатывали несколько месяцев. Проводились ряд оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий с целью пресечения данного наркоканала. На территории Республики Абхазия данный наркоканал известен под ником «Череп». Мы долгое время разрабатывали, изучали тактику, методы его работы, где и в каких местах он делает
эти тайные закладки. В данный момент мы задержали одного из его закладчиков, задержали на территории Гальского района. Сам организатор данного наркоканала находится не на территории Республики Абхазия, но мы и о нем уже практически знаем все. Гражданин Телегин задержан непосредственно в Галском районе на проселочной дороге у лесного массива. При личном досмотре, проводимом в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, у последнего были обнаружены хранимые при себе свертки 191. Заизолированный сверток гражданин Телегин хранил при себе. В свертках содержалось расфасованное в полиэтиленовые пакеты вещество светлого цвета. Как пояснил задержанный, ориентировку на получение наркотического средства для последующей реализации он получил посредством мобильного мессенджера. Через сеть Telegram. Человека, который скинул, лично не знаю, предложил заработать денег. Предложил за какую сумму денег вам обещали? 200 тысяч рублей. По 500 рублей за одну захороненную. За один, то есть вы приехали сюда, подняли, адрес где подняли, примерно помните? В районе села Каман. Мне приблизительные координаты также пришли через сеть Telegram, вот в этот район. И я приехал сюда, здесь раскладывать, только вот приступил на. Обнаруженное сотрудниками УКОН изъято, упаковано и соответствующим образом опечатано для направления на исследование ВКЦ МВД Республики. Также при личном досмотре у гражданина Телегина обнаружен мобильный телефон, на который он фотографировал места ранее сделанных закладок и пластиковая крышка, служащая меткой. То есть как вы это все осуществляли? Я клал на землю, осуществлял закладку, сверху клал крышку и фотографировал. Крышка как опознавательный знак. Да, ну как метка. Как метка. Так, телефон будет изъят, данная крышка из-под Кока-Колы также будет нами изъята, упакована и опечатана соответствующим образом. Также был произведен досмотр автотранспортного средства гражданина Телегина, на котором он въехал в Республику Абхазия, автомобиль BMW за госномером М980 ЕМ136 региона Российской Федерации. В пакете под передним пассажирским сиденьем салона автомобиля сотрудниками УКОН обнаружена пластиковая бутылка, наполненная заизолированными свертками, аналогичными тем, которые гражданин Телегин хранил при себе на момент задержания. В общей сложности в обнаруженной таре находилось 190 штук так называемых закладок, уже готовых к реализации. Развернув изолированные свертки, сотрудники милиции на обзор понятых представили содержащееся внутри фасовочных полиэтиленовых пакетов также светлое вещество в виде порошка и кристаллов. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного гражданин Телегин пояснил, что в лесном массиве Галского района он уже сделал так называемые тайные закладки. При обследовании данного участка местности, примерно в 100 метрах от проселочной дороги, в присутствии понятых, мужчина указал, где спрятал сверток с наркотическим веществом. Фотография с мобильного телефона гражданина Телегина. Это вы фотографии когда делали? Сегодня? Да. Здесь точная дата стоит и время? Наверное, да. Граждане понятые, обратите внимание. Изолированный сверток, внутри него полиэтиленовый пакет. Внутри полиэтиленового пакета еще один пакет. Видите, вещество. Аналогичное вещество, которое было изъято в ходе личного досмотра и обследования транспортного средства. Исследуя все адреса ранее сделанных гражданином Телегином тайных закладок, расположенные всего лишь в нескольких метрах друг от друга, сотрудники УКОН МВД изъяли еще 8 свертков с аналогично расфасованным наркотическим средством. Стоимость данного наркотического вещества составляет более 10 миллионов рублей. Это порядка 2000 доз. На черном рынке это очень огромная партия считается. И мы, можно так сказать, нанесли серьезный ущерб наркоторговцам, серьезный удар по ним. Управление по контролю за оборотом наркотиков постоянно занимается сбором информации и противодействуем мы ввозу на территорию Республики Абхазия наркотиков. Наши сотрудники работают в этом направлении и днем, и ночью, то есть работа не прекращается.
Астамур Пачали отметил, что в отношении непосредственно поставщика наркотического средства, в отношении которого УКОН МВД Абхазии уже обладает оперативными данными, намечена совместная работа с коллегами из МВД России. В отношении Германа Телегина 26 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Последнему вменяется незаконное хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Расследование проводит Следственное управление Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Рицинский заповедник – одна из главных достопримечательностей Абхазии. В этом году здесь наблюдается настоящий туристический бум. Посмотреть на заснеженные горы и живописное озеро приезжают желающие со всех уголков России и не только. С туристами пообщалась Гугуца Вардания. Заснеженная Рица зимой выглядит как одно из чудес света. Ежегодно, чтобы увидеть эту красоту, сюда приезжают тысячи туристов. Только с января этого года ее посетили 43 тысячи человек. Да, зимой, потому что весна здесь еще не наступила. В этом году снега на Рице в 2 раза больше, чем в прошлом. И он пока не тает. Многие туристы, приехавшие полюбоваться озером, не ожидали к концу марта увидеть сугробы и заснеженные пики горных вершин. Нам очень нравится. Единственное, снег нас, честно говоря, удивил. Мы много где были, но здесь, конечно, по-особенному красиво. В Рицинском национальном реликтовом заповеднике во время путешествия можно увидеть все 4 времени года. А сейчас здесь по-особенному красиво. Вечно зеленые растения на фоне снежных горных пиков сливаются с желтой листвой других деревьев и весенними первоцветами. Были летом. Вот сейчас зимой решили приехать, почти зимой. В дождливую погоду гости заповедника могут увидеть вот этот красивый маленький водопад. Он находится чуть выше Голубого озера. Разглядеть его может не каждый. Водопад расположен на огромной высоте и падает с одной из горных вершин, скрываясь за листвой и туманами. Сотрудники заповедника называют его исчезающим, потому что капли испаряются прямо в воздухе, не попадая на землю. И появляется он только в дождь. Внимание туристов, да и местных жителей сейчас приковано к другому водопаду, который появился совсем недавно в Випшарском каньоне. По размерам он намного больше. Капли этого водопада тоже испаряются в воздухе. Это мы вот туда вот на гору, на лесенку влезли, я смотрю, о, водопад. Закончился водопад. Очень интересное явление. По словам главного лесничего Рицинского заповедника, такое явление наблюдается впервые. Если водопад не исчезнет, ему дадут название. У нас есть старые работники, одни из старых, которые много лет проработали на территории национального парка. Никогда не замечали этот водопад, потому что буквально день второй, вот как мы обнаружили вот этот прекрасный водопад, вот его высота до 300 метров, можно сказать смело. А еще сюда туристы приезжают полюбоваться редкими горными цветами. Весной территория заповедника усыпана подснежниками. Название подснежник связано с ранним цветением этих растений. Англичане называют эти цветы снежной сережкой, немцы – снежным колокольчиком, а абхазы – снежной каплей. Издавна первоцветы считались эмблемой надежды. Согласно одной из легенд, подснежник появился из снежинки, растопленной дыханием ангела. Туристы не перестают удивляться красоте окружающей природы. Очень красиво. А летом это вообще, мне кажется, шикарно. Ну, только вот восторг. Озеро понравилось или тебе вот эта машинка понравилась? Мне озеро. Озеро, а еще что? А еще горы. Приедешь сюда еще? Да, летом. А откуда ты к нам приехал? Из Соснового Бора. Скажи, город атомщиков, Ленинградская Вы область. первый раз в Абхазии? В Абхазии первый раз. Очень понравилось. Планируем приехать летом. Если с января 2021 года Рицу посетили 43 тысячи человек, то за аналогичный период прошлого года ее посетили всего 17 тысяч. Связано это с пандемией коронавируса. Но этот год, по прогнозам, может стать рекордным. С 1 января по 24 марта реализовано билетов на 15 миллионов рублей. Я округляю тут цифры, конечно, на 15 миллионов рублей. А то же самое за аналогичный период было 6 миллионов рублей в 2020 году за этот же период.
Это я, например, связываюсь с пандемией. Люди, ежедневно количество посещаемых растет, цифра. Люди едут, и в зимний период в том числе. Ежегодно количество гостей в Национальном Рицинском парке растет. В этом году даже к концу марта на Рице большие снегопады. Несмотря на это, дорога к озеру не закрывалась ни на 1 час. Ведутся активные работы по расчистке трассы от снега. Все это для того, чтобы гости заповедника могли спокойно передвигаться и любоваться живописными пейзажами. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Однако Абхазское телевидение продолжает свою работу. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.